фигово, когда штатива нету, ничего. Не знаешь, как положить камеру, чтобы что-то заснять. Ну, особо так себя не люблю снимать, но в то же время разговариваешь, и чтобы что-то видели, слышали. Вот. Но особо тоже и сказать-то уже все перерассказал на сегодня. 12 часов скоро будет. Ну, 15 километров это нормально. Сейчас вот такой километра 3, наверное, там круг сделал. Туда 1,5, сюда 1,5. Ну и 15 километров еще. Как дам жару на. Рюкзак-то легкий. Дичь бегает, летает. Многие тоже просят показать побольше быт в избе, около избушки. Вот. И думаю, этот фильм тоже уже многосерийный будет. А чтобы все показать, знаете, сколько гигабайтов уйдет. Каша еще осталась. Это последняя охота была с карабином. Этот сезон. До осени потом все. И сейфа я не вытащу. Что-то если показать там какой-нибудь видеообзор опять. Но нет, дальше, наверное, снимать не буду. В принципе. Хотел еще пострелять, там видео заснять, но зимой это не вариант. Пострелушкой надо без снега, чтобы было летом или осенью. Осенью, летом нельзя даже пещеры вытаскивать оружие. Был комментарий, что из нарезного нельзя стрелять боровую дичь. Ну, почему-то сам, кто написал, сам удалил комментарий. Видно, он ошибается. Он так и есть. Потому что на 19-й, на 18-й год я законы прочитал там. И на боровую дичь запрета пока я не видел, что запрещали добывать боровую дичь с карабина. Конечно же, если будут какие-то новости, вот скажем, закон поменялся. Сейчас ведь все время что-то меняют. И что-то увидите, что поменялись законы по ношению оружия, там, по добыче какие-то дичь, там. Но лишний раз, чтобы не нарушать, и, скажем, я не знаю и стреляю вот в дичь, а оказывается нельзя стрелять. Чтобы таких нарушений не было, ну, пишите, предупреждайте. Предупредите, что такой закон, нельзя. Лишние проблемы, честно, тоже не надо. Как я выкладывал весеннюю охоту. В лед стрелял. Но пришлось удалить. Оказывается, я нарушил правила охоты. По идее так и есть, но, знаете, вот целый сезон ждешь охоты и хочется пострелять. Вот, в принципе, мне не жалко, они перелетные.
предатели туда-сюда летают. Сегодня в России, завтра в Америке или еще где. Вот. Ну, если весенняя охота будет, не знаю, скажем, ну, так-то будет весенняя охота, но снимать буду или нет, не знаю. Надо посмотреть. Многие тоже ругали, что зря удалил видео. А я сгоряча так тоже сделаю. А потом и даже оригинал я и не сохраняю ничего. Вот этот поход я в интернет выложу. И в компьютер я не оставляю, потому что компьютер старый и карта памяти старые, все старые. Но мало объем памяти. И в следующий раз, скажем, я 64 гигабайта поснимаю, уже сохранить невозможно, если старые не буду удалять. Помнится, ну я же пацаном был, портвейны продавали. Большие бутылки, которые мощные, как шампанское. 3 семерки. Покупали там, ну, до перестройки. Входовые спиртные напитки были. И мужики всегда вот в таких стаканах пили это красное вино. Но, знаете, вот стекло, ну, у меня от заварки что-то потемнело. Из такого стакана чай вкусный, поэтому я всегда с этим стаканом пью. Посуды тоже разные, и вкус вот тоже. Сейчас многие пьют из пластиковой посуды, но это уже вкус совсем не то. Керамическое это тоже нормально. Заварочные чайники, сейчас все пластик идет. И дома мы тоже прикупили. Знаем, что это химия, это же какое-то выделение идет, но а керамические чайники, какие, сколько раз не брали, вот ты начнешь наливать чай, и в сторону течет. Плохие чайники сейчас делают. Вот. Ладно, ребята, все, наверное, буду закругляться. Я опять начал что-то говорить. Сейчас я соберусь. Все уберу. Соберусь. Еще чашки 2 чай попью. И будем уже домой идти. Снег усиливается. Погода 2 градуса. Вот так. А дома, наверное, нулевая. 2 градуса. Минус 2 градуса. Сегодня 26-е. Вот, смотрите. Видно, как снег идет. Надеюсь, видно. И вот столько снега. Вот с окна там, если смотреть, не посмотришь. Тут еще какая-то щель есть. И 2 градуса. Ровно 12 часов времени. Ну, мы в графике еще успеваем все. До темноты всяко успеем. Вот и все, ребята. Поход заканчивается. Все я убрал. Тут тоже остается только чайник, кастрюля, воду, что с умывальника, что с ведра, что с чайников. Все вылил. В прошлый раз у меня заварка, видно, оставалась. Короче, поход заканчиваем. Жалко, конечно, что быстро все заканчивается.
Вроде на днях пришли. Время пролетело, как, я не знаю, очень быстро. Ну да ладно. Мышеловку я насторожил. Там, оказывается, мышиная голова была. Мышь попался, и другие мыши его сожрали. Хвост остался и голова. Что от него оставалось. Как всегда у меня тут для затопки однополена я расколол. Дрова есть, береста. Все как обычно. Ну все. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Тут тоже дровишки есть. Да. Тут я закрыл замок. Ну, некоторые вещи тут оставляю. Особо драгоценных ничего тут нету, но что надо что другим нельзя трогать, там за замком у меня. Так. Вот смотрите, какая погода на сегодняшний момент. Вот 12:47 время сейчас. Полным ходом идет снег. И знаете, этот снег как быстро прибавляется. Лыжня была, может, за ночь, если так все будет снег идти, там лыжни мало что останется. И наша старая лыжня, вот мы где пришли, там и будем обратно идти. Потому что по целику вообще неохота, вообще. Ну да ладно, это уже я, наверное, не раз говорил. Все, короче. Идем по пути, еще, может, что-нибудь поснимаю. Тут больше делать нечего. Поход заканчивается. Ну и погодка. Тихо, безветренно и мощный снегопад. Кир, пострелушка осенью была. Ну, как я попадал, это в моих видео тоже есть фильм, как я стрелял. Это с карабина, ну, с близкого расстояния, 50 метров. И вот моя лыжня, ребят. Катит хорошо, снег потому что сыроватый, и идти хорошо сейчас. И по своей лыжне намного легче. Вот так, все, направляемся домой. До Бурана пешком, а потом уже на Буране. И в такую погоду даже Буран там забивает, набивает там гусеницы. В сырую погоду. Но пока не прилипает, в принципе, на лыжи, но чуть если нулевая уже все. Фу, блин. Фу. Снег выпал. Заячьи следы возле избушки. Вы знаете, вот за эти 2 дня, вот вчера и позавчера, вот когда я ходил, зайчишки, следы зайчишек встречались. Свежие. Я вот поднимался на вторую избу, от моей избы сейчас, где мы ночевали, в чужой избе. И там обратно я по своей лыжне, когда шел, где-то от силы 2 километра, наверное, попал на свою лыжню, и по моей лыжне уже свежие следы были зайчьи даже. Да, и тут вон тоже след. Вот видели, как все быстро закрывается снегом? Да, это по моей лыжне вот этот заяц уже пробегал.
Вон видно. Еле-еле. Но понятно, что по моей лыжне уже бегали. Хоть кто-то есть. Пусть хоть немножко размножаются, но вот набивает вот под ноги, потом скрипит все. Лед образуется, вон какие комки. У меня покрышка здесь. Покрышка, но и шипы, блин. Ну, этот рисунок слишком большой, глубокий. Очень быстро набивает снег. Я не знаю, что вот прибить такое вон. Можете дать совет тоже. Я присмотрюсь к вашим комментариям. Конечно же, если понравится, я попробую. Покрышка, в принципе, тоже нормально, но нет, не вариант, блин, набивает. Вот так. Ну, о чем-то говорил и сейчас забыл опять. Ну да ладно, сейчас, короче, буду я идти спокойным шагом, не спеша. Спешить некуда, рано или поздно дойдем. Ребят, первый перекур у меня. Спотел ужасно. Сейчас, наверное, радиатор закипит у меня. И как при тушении пожара в тайге делаю встречный огонь. Кто хоть раз был на пожаре, именно в тайге, там, наверное, видели, как делали встречный огонь. И я хочу тоже организму дать встречный огонь жаром. Все кипит у меня. И сейчас еще бахну чаек. Бахну чаек с конфетами. Вот такие конфеты. Мягкие-мягкие. Очень хорошие конфеты оказались. Это остатки с прошлых походов у меня еще. Но нашел в рюкзаке и самое то сейчас вот. Но у меня в термосе чай без сахара. Сейчас буду пить чаек. Вот так. Короче, видите, какая погода? Жесть. Это погода не для ходовой охоты. Такую погоду только дома сидеть. Или есть, в принципе, если снег держит, или же вообще, когда без осенью, вот этот снег я люблю осенью, понимаете, когда первый снежок уже выпадает. Заморозки такие, не заморозки, а уже холодает, первый снег. Вот это да, а сейчас это не тема. Это, я уже сырой весь. Хорошо, что я иду по своим следам. Вот смотрите. Опа. Так, чай. Короче, вот мой след, по которому я пришел. И посмотрите туда. Помните прошлый видео поход? Перед этим я выкладывал. Просека. Оттуда с реки я поднимался, вот моя лыжня. Видите? Я сюда дошел, здесь комментировал про эти вырубки. И сам пошел вон туда. Короче, река вот так поднимается. Вот так. И я поднимался по одному берегу, с северной стороны, а здесь спустился возле этих вырубок. А сейчас я наоборот иду уже. Сейчас буду держать путь строго на юг. По вырубкам. Потом на трассу выйду. Ни разу же даже там снимал. Здесь, конечно, хреново будет идти. Здесь кустарники. Но потом трасса будет. И по трассе уже журовать. Конфеты какие-то особенно вкусные. Ну и погодка.
Знаете, вот РП-5 показывала, что именно в этот день сегодня должен быть где-то 20 с лишним градусов. Но погода сейчас резко так поменялась. И сейчас тепло. Ну, уже на носу март месяц. Обычно первая слякоть 8 марта начнется. Примерно. Бывает там уже дожди. Потом наст будет. По насту, конечно, намного легче ходить. Походы. Но сейчас пока идут зимние походы. Потом людям, подписчикам тоже надоедает. Буду ждать. Давай выкладывай летние видео там туда-сюда. Но все поочередно так. По жизни как идет. Зима, весна, лето. Есть каналы, которые зимой именно выкладывают летние фильмы. Даже интересно, я сейчас вот тоже у земляка с Коми, у Александра там смотрю, как он на сети ловит. Даже очень интересно. Я как-то возвращаюсь в лето, и улов такой, конечно, сейчас у него. Да, хорошие там уловы. Понравилось, караси, конечно, здоровые. Такие караси, вот, которые показывают, в жизни, наверное, я 2 раза попадал в такие караси, мне попадались. Есть такие хитрые озера, где даже не догадываешься, что там рыба есть. Я один раз туда сеткой закинул, а там попались мне щука, 1 или 2 штуки, и караси такие, знаете, вот. И я те, наверное, 30-ку я закинул, а караси там, блин, сантиметров 40. Представляете? Нет, пизжу, 35, максимум 35. Ну, знаете, 35 сантиметров карась, что такое? Потом он, этот хитрое озеро как-то, в стороне, как-то неохота туда ходить. Я знаю, рыба есть там. Второй раз, ребят. Попьем чаек вместе, поговорим. Второй раз я попадал с Денисом, со старшим сыном, на этой реке был. Короче, весна была. Уже, к лету. Начало июня, наверное, да, начало июня. Потому что уже картошку мы посадили. И как только картошку я сажаю, первый поход у меня на лодке. Обычно бывает на эту реку. Мы с Денисом поднимались на свою избу. На чужие избы так особо не стараюсь. И со своей избы сходили мы, сетки закинули, знаете. Подожди, обманываю. Перед тем, как сетку закинуть, мы вышли на этот лужа, как будто лужа есть. Там, даже воды практически нету. Блин, все отсырело. И смотрим, как вот яжи вот как плавают. Такие волны, такие вот там трава одна. Как сетки закинуть? Потом мы сетку палкой так толкнули. Но у нас из сетки только плетка получилась. Знаете, вот все, порвали мы, нифига не получилось. Палку обратно вытащили. Там такой коридорчик получился. И новую сетку мы туда закинули. Толкнули палкой так, что смогли. Лужа-то 10 метров, наверное, от силы. Погода гремит на улице, там молнии, гром. Аж страшно, если в одиночку в лесу. Тучи такие страшные были. И потом гремело, мы вообще вернулись в избушку. На следующий день мы проверять сетку пошли.
А там карасі. Вот, не обманываю, вот, с термос. Есть крышка, а без крышки, вот, как этот термос, длина. Спины вот такие, толщина. Мощные, представляете? На сковороду одну положишь, и все, сковорода полна у тебя. Такие рыбы есть. Но просто надо попасть на на них, потому что они редко, когда поднимаются, они вилу, или как там, ил, короче, комена снюет, а по-русски ил, наверное. И там они живут, ковыряются там, короче. А время от времени они поднимаются наверх. И если попадешь в такие моменты, карася ты поймаешь в жаркие дни, или же уже когда начинает там погода, ну, заморозки первый лед, и по первому льду, по первому корочке льда, они любят спиной трутся на вот как-то ходят. Я тоже бывало попадал в такие ситуации. Да просто это осень, поздней осенью, и времени нет, или как-то, или неохота мне с карасей ловить. Ну, мало на них хожу. На первом месте у меня, ребята, из рыб елец. Я ельцов люблю. Я ни на что не променяю ельца. За хариусом я за 100, 200, 300 тысяч километров никогда не поеду. Такая же она рыба. Что они там, люди, находят в нем? Не знаю. Интерес. Только ради интереса. Вот. Так немножко поболтал, отдохнул. Весь сырой. Время не знаю, когда экран повернутый, он мне показывает. Все, сейчас еще кружки. Ну, кружку хотя бы попью чаек. Тут вон бегали эти куропатки следы. Это после того, как я поднялся на избу. Вот какая лыжня после меня остается, и какая была вот, когда поднимался. Вот так. Ну, в следующий раз, наверное, думаю, уже на буране. Надо некоторые вещи надо привезти, рубероид, там, покрышку, чтобы дрова колоть. Мне понравилось с покрышкой дрова колоть, и я, наверное, привезу сюда и на нижнюю избу. И доски там некоторые, чуть-чуть доски хотелось еще привезти. Там какие-то куски у меня оставались дома. Может пригодиться. Но если что, все увидите, ребята. Ничего такого без вас я не делаю сейчас. Все показываю основное. 100% не буду все, конечно, выкладывать всю мою свою жизнь, ну, некоторые моменты я показываю. Так что смотрите, ребята, на небо. Посветлее. И там уже ветер поднимается. Туча. Как летом, когда гром идет. Также и с ветром идет такая туча. Мощный циклон, снегопад, наверное. О. Слышите, как начала гудеть там тайга? О, начинается. Слышите? Все ближе и ближе. О, пошатались деревья. Вовремя, короче, мы сматываемся. Сейчас заметет все. Вся лыжня и вообще непроходимо будет. Вон, видите, полоса идет. Блин, в экран, наверное, что-то попало.
снежок. Ну все, начался снегопад. О, видели? Какое ветрище поднимается. Еще потемнело. Вот это да, вот это циклоп. Циклоп идет. Циклопище. Метелище, пургаище. Вот такие делишки в коме творятся. На коме природе. Фух. Второй перекур, ребят. Опять сел, чай пью. Ну, сейчас поштормило, конечно. И резко все вот проясняться начинает. Думаю, сегодня уже ударят морозы. Может быть, действительно РП5 что нормально там показал. Но вот так после таких снегопадов, пурги, всегда погода меняется, и пурга, мороз, метель, мороз. Вот так чередует. Или летом жара, потом дожди. Зимой также. Или резкий перепад почти до плюсовой, до 35 градусов. На следующее утро встанешь, уже 35. Или с утра тепло, вечером опять мороз. Такие скачки. И многие жалуются на здоровье даже. Ну, немного уже осталось. По лыжне я бегу. Ну так, не спотел. Первоначально там еще более-менее, а потом тут ветер и продувает. Так что скоро уже возле Бурана встретимся. Одна шкала там показывает. Разряжается аккумулятор. Я, ребята, на реке перехожу речку. Река Нившера. И смотрите, наледь какой. Где-то сантиметров 15. Вот на лыжах я прохожу. А старая лыжня моя. Я чуть в стороне, если все. И вот в таких местах, если на буране сядешь, ох, и получишь ты удовольствие от этого езды. Так что хорошо, что я не переехал этот лед. Мог бы и застрять запросто. Последние метры. Буран на месте. Видно, никто не приезжал даже в эту сторону. Все стоит. До темна еще успели мы. Успели еще до темна. Так, ну-ка. Двигатель на месте, главное. Бывает ведь каркас стоит, а двигатель может и уйти. Все, будем переодеваться и поедем уже на Буране. Ну что, ребят, на этой ноте, наверное, тоже буду заканчивать этот поход. Поход, закрытие охоты 2018-2019 зима. Очередная охота без выстрела, ну да ладно. Я особо так не жалею. Другой раз постреляем. Сильный ветер, и чтобы не замерзнуть, много болтать не буду. Спасибо всем, кто досмотрел очередной фильм. И выполните мою просьбу, о котором я ранее говорил. Делитесь моими видео в соцсетях. Пусть больше людей меня заметят, пусть смотрят. И ставьте лайки, дизлайки. На что заслужил, то и поставьте. И что еще? Все, наверное, ребят. Холодно на улице. Я буду переодеваться и уже без остановки я поеду домой.
В общем, всем пока и удачи. До новых встреч. Дальше еще интереснее будет. Новые походы, рыбалка, все еще впереди. Вот такие делишки. Все, обледенело все. Пока.